Для некоторых возвращение в Таджикистан – это хуже любого приговора. Таджики во всем мире просят убежища, только бы не попасть в руки мафии Рахмона. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Оппозиционный активист Низамедин Насреддинов, высланный из Беларуси 21 июля, содержится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Об этом сообщила мать активиста. О местонахождении Насреддинова стало известно спустя 10 дней после его высылки в Таджикистан. Власти Беларуси 21 июля экстрадировали в Таджикистан оппозиционного активиста Низамедина Насреддинова. До передачи властям Таджикистана в течение 7 месяцев активист находился в СИЗО в городе Гродно. Власти Таджикистана ситуацию с Низамедином Насреддиновым не комментируют. Попытки получить комментарий в МВД Таджикистана не увенчались успехом. Саадат Насреддинова, мать Низамедина, сообщила, что о содержании сына в следственном изоляторе ГКНБ Таджикистана она узнала от адвоката Мухаббатшо Балаева, который 31 июля встретился со своим подзащитным. Адвокат сказал, что Низамедин чувствует себя хорошо, пыток к нему не применяли. Сейчас он нуждается в чистой одежде и в зубной пасте, сказала мать активиста. По словам Саадат Насреддиновой, 24 июля ей позвонил незнакомец, который представился человеком, близким к властям, и сообщил, что Низамедин находится в здании ГКНБ Таджикистана и подвергается избиениям. Услышав мой крик, незнакомец отключил свой телефон. На мои звонки он больше не ответил. После этого я обратилась за помощью в коалицию против пыток. В коалиции решили назначить Мухаббатшо Балаева адвокатом моего сына. Сегодня Мухаббатшо встретился с Низамедином, и я убедилась, что сын на самом деле содержится в СИЗО ГКНБ, рассказала женщина. Низамедина Насреддинова задержали 8 января при пересечении границы Беларуси по запросу властей Таджикистана. На родине против Насреддинова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности или оправдании экстремизма. За это преступление в Таджикистане предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Саид Резон Насреддинов, брат Низамедина, ранее сообщил, что об экстрадиции Низамедина его адвокат узнал в Генпрокуратуре Беларуси. Адвокат рассказал, что 3 дня назад он поехал в Гродно к своему подзащитному, однако там ему заявили, что задержанного этапировали в столицу. В Генпрокуратуре в Минске адвокату сообщили об экстрадиции Низамедина в Таджикистан, отметил брат Низамедина. По словам представителя белорусской правозащитной организации Human Константа Эндрей Браницкай, 21 февраля Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Насреддинова в Таджикистан. Низамедин Насреддинов обжаловал это решение в суде, однако, судя по всему, его жалоба не была удовлетворена. В 2017 году Насреддинов на годовом собрании ОБСЕ в Варшаве представился членом запрещенной в Таджикистане группы 24. Позже один из представителей этого оппозиционного движения заявил, что Насреддинов не является членом группы 24 с 2018 года. Низамедин Насреддинов с октября 2015 года жил в Германии. Власти ФРГ предоставили ему и членам его семьи политическое убежище. По словам друзей, Насреддинов в последние годы занимался автобизнесом и приехал в Беларусь по делам бизнеса. 21 марта 9 местных и международных правозащитных организаций, в частности Human Rights Watch, Норвежский Хельсинский комитет и Центр Вясна, призвали власти Беларуси не выдавать Таджикистану политического активиста Низамедина Насреддинова. В обращении правозащитных организаций говорилось, что в случае депортации на родину активист может быть подвергнут жестокому обращению и пыткам, что, в принципе, как мы видим, и случилось. Как вы относитесь к такой расправе наших властей с местными активистами? В список попадают не только люди, которые когда-либо состояли в каких-то запрещенных организациях, а даже те, которые просто в интернете высказывают свое мнение. Разве так должно быть в демократическом государстве? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.